Кыргызское кино покоряет Ахмеджит. Мы искали, что посмотреть вместе на этот Рамадан, и наш выбор пал на «Рай под ногами матерей 2». Продолжение нашумевшей драмы о парне, решившем отвезти мать пешком в Мекку. Совсем скоро уже начнется фильм, и мы в предвкушении чего-то незабываемого. Сколько бы ты света не зажег, мамы нет. Светлее уже не станет. «Рай под ногами матерей 2» возвращает зрителю героев первого фильма. Адиль возвращается из Мекки один и узнает, что его друг Самир попал в детдом. Его мама давно уехала из Кыргызстана, а родственники решили, что больше не могут содержать мальчика. Тогда Адиль решает помочь Самиру сбежать, и друзья едут в Москву, к маме. Хорошо, когда тебя кто-то ждет. Авторы фильма решили повторить формулу первой части и сделали это успешно. Долгое, трудное путешествие, в котором герои встречают самых разных людей, и где самыми важными становятся самые простые, понятные каждому ценности. А еще мы узнаем, почему мать Адиля не смогла поехать в хадж в молодости. В этот раз фильм получился менее исламским внешне, но тема единства всех мусульман здесь одна из главных. Ты меня тоже извини, там грубо сказал, назвал ненормальным. Это мы ненормальные. Пытаемся угнаться за мирскими. «Рай под ногами матерей 2» активно собирает положительные рецензии, потому что фильм дал голос тем, о ком редко говорят в искусстве, трудовым мигрантам и их брошенным детям, простым людям, которых мы видим каждый день. Будем надеяться, что центральноазиатское кино станет трендом в наших кинотеатрах. Это очень трогательный фильм. Тут не только про ценность матери, тут и про религию рассказывалось. Я рекомендую, конечно, посетить. На фильм ходит очень много мусульман. Это крымские татары и не только, так как фильм перекликается с их ценностями. Люди выходят в очень растроганных впечатлениях. Говорят, что это один из самых трогательных фильмов. Много девушек зареванных. Таким был «Рай под ногами матерей 2». Мы сходили на него с семьей, рекомендуем и вам.